МВД Якутии предупреждает, участились случаи мобильного банковского мошенничества. Сегодня полицейские совместно с сотрудниками Сбербанка провели пресс-конференцию на тему безопасности приложений «Мобильный банк» и телефонных банковских операций. Подробности в сюжете Афанасия Николаева. С начала этого года МВД Якутии возбудило 39 уголовных дел по факту хищения средств с использованием услуги «Мобильный банк». Исходя из анализа преступлений, в большинстве случаев пострадали клиенты Сбербанка. Чаще всего мошенники получают доступ к деньгам, втеревшись в доверие к жертве. Причем преступления происходят как в столице, так и в районах республики. В районах, в Ульяновском районе сейчас решается вопрос возбуждения несколько фактов. В Неринге, Алдане. Возбуждаются уголовные дела, и, соответственно, мы группа К обращаемся в соответствующую структуру оперативных подразделений, которые занимаются преступлениями в сфере высоких технологий. Но стоит сказать, что мошенники пользуются и более изощренными схемами. Устанавливают липовые клавиатуры и камеры видеонаблюдения на банкоматы. Воруют данные через специальное программное обеспечение с компьютеров и смартфонов. Сбербанк предупреждает, соблюдайте бдительность при всех операциях со счетами. Злоумышленники могут записывать пин-код, также могут записывать и информацию о клиенте, номер карты, то есть все, что позволит выпустить, так скажем, болванки, то есть имитируется полный дубликат пластиковой карты со всеми информациями о клиенте, тем более с доступами к счетам. Кроме того, потерять деньги можно и при смене номера телефона, если к сим-карте привязан банковский счет. Следующий владелец, если услугу вовремя не отключить, может получить доступ к банковским операциям. Полиция и Сбербанк предупреждают, в случае малейших подозрений на взлом обратитесь напрямую в отделение банка. Афанасий Николаев, Евгений Лугинов, НВК «Саха», Якутск.